Защитой подсудимого Дато Ахалая ранее было заявлено ходатайство для дачи показаний в качестве свидетеля стороны защиты Тимура Смыр. Однако на имя судьи поступило заявление, в котором приводится ряд причин, из-за которых присутствие на суде свидетеля не представляется возможным. Участники процесса не возражали, и по решению судебной коллегии данное заявление приобщили к материалам дела. Поскольку у стороны защиты Тимур Смыр был единственным свидетелем, согласно регламенту судебного процесса перешли к рассмотрению ходатайств. Адвокат Автандил Чкаду, обращаясь к суду, выступил с ходатайством отменить ранее приобщенные к материалам дела результаты комплексной судебной экспертизы. Эта экспертиза была назначена в 2020 году с целью выяснения того, какие телесные повреждения имелись на теле подсудимого Беслана Бганба. Адвокат Автандил Чкаду утверждает, что данная экспертиза в полной мере не ответила на вопросы относительно данности образования, локализации, характера и количества ран на теле. Какова давность их образования, характер, количество, локализация? Эксперт не дает полный ответ. Хотя описывает группа А с повреждениями в височной области головы, во втором межреберье, в 1/3 правой голени 2 свежезаживающие раны. Группу Б описывает 3 повреждения, также группа В 7 повреждений. Но не дает на поставленный вопрос ответ, какова давность их образования, характер и локализация. Здесь хочу напомнить, только дает вопрос группы Г по поводу ранения в ногу. А вот на эти вопросы поставлено, он не дает ответ. На вопрос 2,6 высказаться о дистанции расстояния в момент получения имеющих повреждений у Бганба ответил, что определить дистанцию не представляется возможным. На вопрос 2,7 также эксперт ответил, что дать ответ не представляется возможным. Все это, по словам Чкаду, подтверждает, что экспертиза проведена в неполном объеме. Потому защита считает, что данное заключение не является комплексным. Он охарактеризовал его как комиссионное, поскольку работу вели специалисты-консультанты в области медицины. По словам адвоката, к экспертизе не были привлечены баллисты, трассологи и криминалисты. Учитывая, что, по мнению обвинения, имела место ответная стрельба из пистолета системы ГЛОК, должны быть привлечены эксперты соответствующих специальностей, которые могут дать квалифицированный полный ответ, как, например, какие повреждения остаются при ранении от вышеуказанного пистолета и так далее. И много, эти вопросы здесь не говорят. Защита считает также, что при проведении повторной экспертизы необходимо участие эксперта-нарколога, так как по заявлению Бганба, имеющие на правой ноге 11 рубцов являются язвами, образовавшиеся после инъекции препаратом метадон. На основании изложенного руководства статьей 53.207 УПК назначить повторную комплексную судебную экспертизу, на разрешение которой поставить соответствующие вопросы и кому поручить производство установить по согласованию сторон. Сторона защиты всецело поддержала ходатайство коллегии. Они уверены в том, что пробелы в неполноценной экспертизе необходимо устранить и провести ее повторно. А сторона обвинения с ходатайством не согласна. Доводы привел начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба. В данном ходатайстве мы не увидели таких основополагающих моментов, как кому и не поставлены вопросы, в первую очередь, о том, какие эксперты, это именно защитник, либо автор ходатайства должен поставить соответствующие вопросы, чтобы мы их обсудили. Не указано, какому эксперту следует назначить экспертизу, так как данная экспертиза должна быть назначена другим экспертом. Состав комиссии не утвержден. Более того, по истечении 3 лет с момента свидетельствования Бганба все раны и рубцы, которые на нем имелись, соответственно, зажили. Исходных данных, по которым бы проводилась экспертиза, суд признал их недопустимыми. На протяжении 3 лет, я так надеюсь, что он лишен приема наркотических препаратов, и нарколог на основании каких документов должен проводить это исследование. Трассолог. Там мы видим, что маленький рубец 1 сантиметр. Я не вижу целесообразности проведения этой экспертизы. Более того, ходатайство заявлено в несоответствии с уголовно-процессуальным законом.
Целесообразности в повторном проведении экспертизы нет, считает и другой представитель стороны обвинения, заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба. Он дал ответы на конкретные вопросы стороны защиты. Эти повреждения, они, отражены в описательной части, но давность их образования органы следствия на предварительном следствии не интересовала. Нас интересовала та группа повреждений, которая была у него на правом бедре, что и по которой и эксперты однозначно и в полном объеме высказались. Что касается информации о расстоянии в момент получения ранения, то эксперт Геннадий Бобо дал развернутый ответ, считает Тыркба. Относительно формулировки «комплексная» или «комиссионная» проведена экспертиза, то он напомнил, что этот вопрос и ранее обсуждали в суде, а сейчас у стороны защиты те же самые аргументы. Адвокат стороны защиты, в свою очередь, выступил с повторным обращением к суду. Мы говорим сейчас о неполноте и приводим те факты, 3 вопроса, на которые не мог ответить эксперт-медик, потому что это не входит в его компетенцию. Выслушав мнение сторон, судебная коллегия после 2-часового совещания возобновила процесс и озвучила свое решение. Судебная коллегия не усматривает необходимости для назначения повторной или дополнительной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Абганба. Вместе с тем, судебная коллегия отмечает, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, а должны быть исследованы и сопоставимы с остальными допытами по делу объективными данными. Судом будет дана оценка каждому доказательству в отдельности, а также достаточность и взаимная связь доказательств в их совокупности. На основании изложенного, руководствуясь статьей 256 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия определила ходатайство адвоката Чхаду о назначении по делу повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Абганба оставить без удовлетворения. Таким образом, ходатайство стороны защиты судейской коллегии было отклонено. Это ходатайство в этом судебном процессе было единственным. Следующее слушание намечено на 20 июня. Асида Мали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.